Всем привет, меня зовут Анастасия, это канал «У Турции» и «Жизнь в горной деревне». Сегодня у нас будет скорее семейный влог. Муж, в общем, меня в коем-то веке вывел в кафе поесть сладости. Сладости это называется кюнефе, она очень популярна в Турции. Если вы приедете в Турцию, то обязательно ее попробуйте. Она очень вкусная, я ее просто обожаю. Пока готовится наша кюнефе. А это мой серьезный муж. Вечно серьезный, вечно думает, где заработать побольше денег. Вот такая штучка. Она подается в горячем виде. Вот эта чашечка очень горячая. И нужно немножечко подождать. Будете в Турции, обязательно ее попробуйте. Это очень-очень вкусно и сладко. Здесь должен быть такой сырочек. Он должен тянуться и растаять. Но в этот раз что-то он не это. Прям так тянуться должен. Ну как? Вкусно? Очень вкусно. Да, тебе понравилось? Выходим мы, в общем, с кафе. Слава богу, что у нас рядом не было с собой детей. Идем мы, в общем, к машине, и произошел с нами, скорее со мной, очень-очень неприятный случай. Муж, в общем, идет впереди, садится за руль, а я немножко опаздываю сзади. И такая подхожу к машине и обращаю внимание, что со стороны мужа, со стороны водителя, с заднего колеса стоит мужчина в форме гаишника, но не стала обострять внимание, в общем, села рядом с водителем и такая что-то собираюсь говорить мужу, что-то там, в общем, рассказать ему, поворачиваю голову девчонки, и со стороны заднего стекла, знаете, что я там вижу? Мужской половой член во всей его красе. Услышала звук текущей воды, отвернулась, мне стало вообще плохо до отвращения, я была вообще в полном шоке, и во всей мере я почувствовала это выражение «не поверить своим глазам». И я реально не поверила своим глазам, что среди бела дня со мной может такое случиться. Я такая, не поворачиваясь в ту сторону, на эмоциях вся мужу говорю, я говорю, что он там делает, этот мужчина, говорю, возле нашей машины. Муж посмотрел в стекло, повернулся ко мне и спокойно говорит: Настенька, он, говорит, писает. И совершенно спокойным тоном стал мне объяснять, что этот человек очень болен, он безвредный, но может делать вот такие выходки. Ему кто-то подарил эту форму гаишника, и он думает, что он полицейский. В общем, может ходить штрафовать всех, может, в общем, такой очень интересный тип, который даже может покакать прямо посреди супермаркета. Но все в округе его уже знают и, соответственно, принимают меры, чтобы этого не случилось. Но именно со мной получился вот такой казус, девочки. И уже второй случай у меня произошел с моей дочкой. Она у меня в 8 классе, и я уже тихо-тихо, потихонечку, по ниточке, в общем, стараюсь расслаблять свой контроль и немножко, чтобы она уже почувствовала все вкусы жизни, как говорится. И потихоньку даю ей свободы. У меня сейчас, в общем, такой эмоционально трудный период, потому что мои детки подрастают, особенно дочка уже становится подростком, и мне очень тяжело ее от себя куда-то отпускать, пойти погулять с подружками, либо какие-то такие моменты, где ей придется брать ответственность за все происходящее с ней на себя. И мне от этого становится очень тяжело, очень плохо. Я с собой борюсь, хотя, несмотря что я семейный психолог, но мне тоже иногда нужен психолог. Мои дорогие девчонки, вы у меня большинство опытные, мудрые, у вас уже у всех взрослые дети. Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом, как вы прошли этот период вот этого сумасшедшей тревоги материнства.
Мы живем не в городе, и поэтому от деревни до центра нам нужно проехать 20 минут на общественном транспорте. Автобус довольно-таки большой, называется ИСОТ, и там всегда оживленно. И в тот день, в общем, ни дедушка наш, ни папа, никто не смог забрать мою дочку, потому что я уже была в центре, и наши курсы по балету тоже у нас в центре. Но в этот день, в общем, все были заняты, и я позволила ей, я говорю: доченька, давай ты сегодня приедешь сама на автобусе. Это был единственный раз, где я переборола себя, думаю, надо с чего-то потихоньку начинать. Она, в общем, садится в автобус, едет на полдороги, тут начинается, в общем, потасовка. Зашел какой-то, в общем, мужчина, говорит водителю: ты вот моей жене что-то там когда-то там ответил, ты такой нехороший поганец, берет его за шкирку, тут подключаются другие мужчины с автобуса, и начинается, короче, потасовка. Там сидят женщины, которые молитву читают этими бусинками: о Господи, типа, сохрани, что случилось. Я сейчас улыбаюсь, потому что я недавно, говорю, перенесла весь этот шок, короче, девчонки. И вот в этой всей потасовке, я как раз говорю дочке: и ты, говорю, садись всегда вперед водителя, чтобы, ну, мне так спокойнее. Я говорю, не сзади там где-то телепатия, а впереди. И как раз в середине этой потасовки она у меня там оказывается. Мама говорит: я оттуда, говорит, не могла выползти, говорит, чтобы эти мужчины, говорит, все на меня не навалились, говорит, еле-еле, короче, говорит, я оттуда вышла. А потом, в общем, открыли посреди дороги, там поля же, говорю, оливковые плантации. Короче, открывают этот автобус, выгружают всех этих, в общем, пассажиров всей кучи. И они всей кучи, короче, теперь смотрят на всю эту потасовку. Через 10 минут эта потасовка заканчивается, и мне дочка звонит. Дочка знает, что я очень такая щепетильная в этом вопросе, и она не всегда хочет меня беспокоить, хотя это большой минус, я ее всегда за это ругаю. Но она мне позвонила уже после того, как закончилась потасовка. Они загрузились, в общем, обратно в автобус и едут. И говорит: мам, ты не переживай, у нас случилась такая ситуация, но я уже в автобусе, я уже еду. Девчонки, у меня там чуть сердечный приступ не хватил. Я уже звоню мужу, я говорю: бросай все свои дела, иди забирай ребенка. И их там выкинули. Ой, в общем, девчонки, у меня был такой стресс страшный. И после того, когда муж говорит: ну, может, она на автобусе поедет, вы знаете, у меня волосы становятся дыбом, и мне становится плохо. Хотя мой муж говорит, это довольно-таки не плохая ситуация, слава богу, ни с кем ничего не случилось, но для нее, говорит, это будет очень хороший опыт. Короче, пипец, девочки. После всего этого перенесенного стресса дважды, я, в общем, возвращаюсь домой, и муж уже такой смотрит на меня, что я вообще никакая, уставшая, морально вся выжатая, в общем, и решил мне сделать второй сюрприз. Говорит: слушай, дорогая, ты, говорит, сиди, отдыхай, ты и так у меня заработалась, моральный стресс у тебя был, давай, говорит, я тебе приготовлю ужин в коем-то веке. Берем, в общем, красный перчик один, зеленый перчик, можно стручковый, можно болгарский, и мелко режем. Обильника наливаем масло, у нас в данном случае оливковое, и нужно это все поджарить. Это наша домашняя яичная лапша. Кто не видел, у меня есть подробный рецепт, как турчанки его готовят. Здесь в описании под этим видео оставлю ссылочку. А пока у нас идет поджарочка, отдельно ставим водичку. Нам нужно ее вскипятить. И ставим сюда, кто томат делает, кто томатную пасту. У меня в данном случае помидоры нарезанные. Это блюдо у меня готовит муж, но так как он у меня готовит в трусах, я его показать вам не могу. Говорю, подписчикам надо, чтобы тебя видели, они, говорю, тебя любят. Он пошел, девчонки, оделся специально для вас. И засыпаем в нашу поджарку 3 стакана макарон домашних. Немножечко тоже поджариваем эти макарончики. Сейчас все это помешаем. Прошу не обращать внимания на мою, как всегда, заостренную плиту.
Поджариваем немножко, туда добавляем соль, перчик, все как вам по вашему вкусу, в общем. И нашу горячую воду, 5 стаканов. Начнем, а там уже посмотрим. Çok oldu bu su buna. Начните водичку постепенно добавлять, потом будете открывать, смотреть. Потому что если много воды добавить, она будет как каша. А нам надо, чтобы они были красивенькие. А мой муж сам по себе прям мужик-мужик. Почему я это говорю? Он никогда не поймет моих женских штучек, каких-то намеков. Он всегда любит, чтобы я ему прямо сказала так-то, так-то и так-то. Он чересчур ответственный, чересчур он серьезный. В отличие от меня, я, например, могу пошутить, могу подурачиться. Это вообще не про него. И очень редко, практически никогда он не приготовит и не накроет себе стол. Он всегда будет ждать, чтобы это сделала либо я, либо его мама. А в Турции очень любят макароны, их используют очень в разных видах, в томатной пасте, в йогурте, в общем, перечисляй, не перечислишь. Кстати, мои девчонки, поклонницы мои, которые следят за моими видео, уже знают, кто такой шайтан, которого я сейчас буду говорить, и откуда он взялся. Кто не видел это видео, обязательно посмотрите, чтобы все понять. Оставлю здесь в описании ссылочку. Они у меня, в общем, эти шайтаны стали распространяться в нашей деревне. Девчонки, кто смотрел предыдущее видео, знаете, что это за картина, которую мой муж назвал ее шайтаном, дьявольским отродьем. По вашим комментариям, просьбам, я его повесила, в общем, на кухне. Тут мне на днях приходит дочка и говорит: мама, мне дали в школе еще одно задание, говорит, опять нужно сделать Пикассо. И она, короче, выбрала девушку. И говорит: мама, чтобы, говорит, ему не было скучно, давай, говорит, ему женщину нарисуем. И, короче, они у меня теперь рядышком оба стоят, чтобы им не было скучно. Я родилась и выросла в Средней Азии, в Советском Союзе. И прекрасно помню и видела, какие трудности проходили мои родители, как приходилось им тяжело все это, в общем, доставать, чтобы у нас все было, от еды до вещей, до этих всяких интересных денди, штучек и всего прочего. И, в общем, у меня выработалась такая привычка, как у вас, наверное, многих, не покупать что-то по одной, а всегда брать что-то много, чтобы этого было много дома, в общем, как типа про запас. И когда я приехала в Турцию, естественно, моя привычка такая осталась. Где-то я вижу, что подешевле, и я знаю, что нам это надо, что мы этим пользуемся. Я стараюсь брать побольше. И муж всегда надо мной смеялся, а иной раз ругался. Да что ты в голодном веке живешь, ты зачем закупаешься? У нас все в доступе, все есть, цены стабильные. В общем, всегда меня за это ругал. Но я не могу избавиться от этой привычки. Я все равно, в общем, так себя веду. Вот такие, в общем, я сделала запасы. Девчонки, с такими ценами, куда мы идем, наверное, придется переходить на тряпочки, как раньше. Короче, дочке, подростку я беру вот такие. Они не дают никакой аллергии, и внутри они хлопок. Очень мягкие, мне очень они нравятся, слиппи. А для себя я беру уже такие помощнее, подлинней. Котекс тоже внутри, и сделаны из хлопка. Не люблю вот эти, как целлофанки внутри. Это был, в общем, какой-то ужас. Сейчас их цена от 250 лир и выше. Ну, я где увижу, у нас в маркете иногда бывают скидки. Эти, например, я взяла за 30 лир, эти взяла за 100 лир. Поэтому я сразу закупаюсь, пока есть какие-то скидки. В общем, девчонки, вот так живем. И, кстати, лайфхак от моей мамы с СССРовских времен. Как делать так, чтобы вещи твои не линяли и не теряли свой окрас. Чтобы вещи цветные быстро не теряли свой цвет после стирки, их нужно, в общем, немножечко замочить в воде с раствором уксуса. У меня уксус 6% вот такой. В Турции он прозрачный продается. В общем, немножечко постоит. Потом выжму его и повешу высыхать. У нас в Турции цены не стоят. У нас в Турции цены не стоят на месте, повышаются и, наверное, уже бьют мировые рекорды. И сходила на базар, на центральный рынок,
чтобы все вам показать. Кстати, в Турции, когда ходят на базар, обязательно с собой берут не какие-то сумки-мешки, а интересные такие, в общем, колясочки или тележечки, как их правильно назвать. Я себе тоже такую наконец-то приобрела. Но они сейчас тоже у нас стоят недешево, от 400 лир и выше, доходит до 1000, до 1500. Amca 100 liralık yapayım mı? 3,5 kilo. Şöyle 4 yapayım 80. Küçük ince duruyor. Alacağım mı? Ой, девчонки, эта неделя, в общем, у нас не заканчивается позитивом. На днях ваш любимый персонаж, моя свекровушка, упала с лестницы во дворе, потому что у нас были дожди и было немножечко скользко. Сейчас она лежит, у нее болит спина, болит нога, но, слава богу, она ничего не поломала, но врач сказал ей не напрягаться и большей части сейчас проводить лежа. И я, в общем, побежала к ней выразить свои geçmiş olsun, как говорится по-турецки, когда кто-то болеет или случилась какая-то неприятность. Это моя свекровка подготовила нашу пшеницу, которую мы сами вырастили. Как ее она делает, подготавливает. Смотрите у меня в описании под этим видео. Мы из нее потом делаем муку. Чашечки выбрать. Подарок мне делать, девчонки. Какие выбрать мне? Пишите в комментариях. Эту или вот эту побольше с крупинками. Что-то я прям не знаю. Какая красивая. Если вам было полезно это видео, обязательно поставьте лайк и поделитесь с ним с друзьями. Так вы поможете каналу развиваться. И обязательно не забудьте оставить комментарий, потому что ваше мнение для меня очень важно.